Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа, аңғалып жаттылар жанашырды, дозасыз аярлар бар айырар адамды. Вон погрузчик уехал, убежал. Гаишь ответчик айтсам, банда десем, говорит, хозяин бар ғой, говорит, не поехали. Не знаю, он уехал. Погрузчик вашего среднего оттуда поехал. Вон оттуда проехал, сейчас. Вот милиция подъехала. Meni chaqirma. Ne bo'ldi? Men ertaga chiqdim. Tovush ilosini eshitdim. Hozir chiqdim. Nima deyapsan? Chiqsam ketib qoldi. Kelsam, tovush mana janda bir yigit. Yoki o'zi kompyuter hazil bo'ldi, neza kapat. Bugun to'xtatda Виталий, это Виталий сказал так. Погрузчик уехал, там до 3-4 казахских тоже уехали. Ну, пошел, вывел, камеру играет, пошел снять, вот он подъехал. Машина, погрузчик отсюда уехал, туда уехал, и сказал, ребята не задержали, уехал. Сейчас вы снимаете? Я снимаю, что ли. Не предупреждаете, да? А я не обязан. Ему и говорили, что я не обязан, что снимает. Ну, не знаю, там вообще не имели права. полицию, милицию вообще снимаем, там ничего не говорится, YouTube выкладываю. Да, выкладывать, тем более людей. Ну как вы Вы вообще не имели права снимать, понимаете? В гражданском порядке мы Объяснил ему, это судебное дело. Это мое, это судебное Давайте дело. мы от вас объяснительно примем. Вы, получается, это ваше имущество? Где копали? Это не мое место, я здесь живу. Имущество, вот человек, Я здесь живу. который на автостоянку подал документы, все документы имеют. Ну, все, документы, все потом. Да, а ты на это, Камеру уберите. Нет, я не беру. Я снимаю. Не уберите. Вы Я скажите, снимаю. вы закон скажите. Не, я не. Ну, тогда я тоже поеду, ладно, не обижайтесь, я тоже поеду. Ну, уберите пусть камеру. С кем разговариваем? Я следователь. Меня Гелани зовут, а Итукаев моя фамилия. Это земля, я эту землю не имею под себя, у меня все документы у меня в Акимате на балансе. Вы можете позвонить в юридический отдел. С собой документы. Нет, у меня документы в Акимате. Вы можете позвонить в юридический отдел в Акимат городской, я документы на балансе. Все. Проблем, у меня документы мои все с собой. А так не берет, я это делаю, вот он говорит, как можно его землей, какого ничего не... Я вам скажу, что времени буквально где-то июня. Нет, же документы сейчас получается у вас Или май, или в июне. оформляете. Я ничего, да, я оформляю документы. Я ничего противоправного не сделал. Почему? Потому что я здесь никакое строительство не начинаю. Все обо мне знают, то, что я над этим всем занимаюсь. В смысле, знают все, в Акимате Не, нам нужны документы. Я вам еще раз повторяю. Документы Позвоните должны в быть. юридический отдел, они вам все скажут. Все, документов у меня на руках нету. Они все в Акимате. Документы посмотрим. Все. Не строю. Это само Я ничего не сделал. взял. А он, по-моему, больной вообще, честно сказать. Он больной. Оскорблять больных. Вы нас оскорбили. Он мне сейчас кричал, что он казах, а я говорю, что, потому что я не казах. Это он говорит, я здесь хозяин, говорит, что ты касаешься? Вы никуда не идете сейчас.
Кавказ хозяин. Как переобуваться начал. Нет, при мне ты не кричал. Я все несу, потому что я казах, а ты никто. Что ты пальцем тыкаешь? Я знаю, что уже понял, что Иди, гонит. я не буду, я нормальный человек, адекватный. Зачем мне поднимать ничего? Врут, как рано, вот этот вообще врет, не знаю, сидит там, сбоку что-то хапает, не знаю. Я вообще такой не говорю. Вот я сказал, он сказал, я здесь хозяин. Я сказал, я здесь тоже хозяин, вот там рядом живу. Вот там ты хозяин. Здесь тоже хозяин, это моя площадка, это моя площадка, да? Что? Домой. Ты меня послушаешь? Иди домой. Я домой посылаю. Иди, пожалуйста, домой. Иди домой. Ты кто такой меня послал? Иди домой. Ты иди домой, ты иди домой, иди домой. Иди домой. Иди домой. Зачем ты это все создаешь здесь? Иди домой и все. Зачем тебе это надо? Мне это очень надо. Да тебе просто делать нечего. Считай как хочешь. Тебе делать Давай. потерпевший ты. Ты только терпишь. Ты только терпишь. Ты скажи, Потом поругать. Потерпишь. Терпеть. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, мои подписчики. Вот я вызвал наряд полиции. Вот здесь беззаконие проходит. Копает площадку, которая зимой МЧС постоянно собирается, свои наряды проводит. Какой-то хозяин, вот, автокоммент, который не существует уже 100 лет, нашелся здесь, копает металлом. Я наряд вызвал, они говорят, вот, пишу, мне говорят, объяснитель пишите, говорит. Это типа не мое имущество, да? Да, не ваше имущество. Вы не даете, вы же не Вы хозяин. мне представьте свои документы, покажите. Вы же не хозяин же этого имущества. Я не хозяин, да? А кто хозяин? Это я народ, от имени народа. Это мы будем выяснять. Хамзин Ильдар Асетула, 14 марта 21 года Кодин. Рахмет. Вы не заявитель. В данном случае это не ваше имущество. Правильно? А чье имущество? Это имущество мы сейчас это будем выяснять. Это мы сейчас через Не, он говорит, я говорит, это мой, я здесь хозяин, говорит, я говорит, этот... Ну, мы это выясним сейчас все, бумажно. Не, он говорит, копать, как человек может копать, он никто. Ну вы же не выяснили это, правильно? Ну, я вас вызвал, чтобы выяснить. Вот мы сейчас выясним. Да? От вас мы сейчас берем объяснительную. Я такой-то, такой-то, такой-то. Я объяснительно напишу, да? Да, вы. А я должен заявление написать? Вы заявление можете писать в отношении своего имущества. Своего имущества. Вот я сейчас всех соседей я позову, а сейчас все заявление кому-то написать. Это Все будут против. ну, тогда пишите, вызывайте всех соседей, пишите коллективное заявление. Но все равно это заявление будет рассмотрено через акимат, потому что земля это не ваша. Это ваша частная территория. Не, ладно, согласен. Это не его. Он говорит, я это говорю, мы сейчас выясним. я для себя вот выяснил, говорю. Он говорит, хозяин, вот не хозяин, вообще хозяин это автокомпания Успанов. Вот этот парень какой-то пришел, кавказской национальности, он говорит, я здесь, а он ходит. Я говорю, здесь хозяин, акимат, говорит, я дал документы на оформление. Там, как документы, она еще неизвестна. Не, они как? Они могут только в аренду взять эту землю и все. Ну вот, человек копает, почему копать там? Ну вот это сейчас выясним. Я вот в прошлом году, там вот, все, котлован, я Выкопали? А? Вы выкопали? Нет, вот такие же выкопали, вон там все, яма на яме. Я думал, это Конгресс копает, я не понял. Потом они оставили вот сейчас за болот, там водоем, вот, туда пойти. Там ходить невозможно, дети могут утонуть. Я вот ушел сюда пришел, остановил это без бардак. И вот, как Ерлан Хусейнов, Аким наш. Я вам хочу вот этот такой беззаконие. Я говорю, здесь хозяин, Акимате лежат мои документы. Я, говорю, здесь что хочу, то и делаю. Здесь всю площадку выкопай, говорит. Это моя, говорит. Еще документы у него на руках нет, все документы находятся в этом. Акимате, когда я сховаю это, может и все вранье. Да. И это слова, да. И Аким, вы вроде неплохой Аким наш, Хосам, я вас уважаю, вот вы на асфальт строите, много чего хорошего делаете. Ну это здесь этого бардака не должно быть, я думаю. С уважением. Даже копии получили. Это я написал, какая разница? Все равно? Я написал именно. Вот. Написал объяснитель на имя исполнительного обязанности пермского майора полиции Есен Тайвуди. Есен Бекова, да. Не знаю, но полиция қызметкерлері
говорят, нельзя снимать, такого, кажется, нет. Я их всегда снимал и буду снимать. Они говорят обратное. Не знаю, это министру МВД надо с этим разобраться, я думаю. Ага. Они неграмотные или не знают своей обязанности, не знаю. Ну, извиняюсь, если вас это задело, потому что это неправильно, что вы говорите. Незаконно. Все, и него дальше. Ну, сейчас мы... Не, ну, дальше будет копать, не знаю, вон. Перестанем сейчас копать, мы сейчас... Не, они так перестали, надо вот этого... Мы сейчас документацию с ним проверим. Я так не стал, я это пожелал на имя этого Ержана Хушанова, да, что он позволяет, Акимат таки позволяет, копает возле дома, не поломите, что это бардак вот. У него люди живут, площадка это мы используем, ежегодно используют МЧС здесь, постоянно делает, каждый год здесь, вот, когда они постоянно, раз в 2 раза в год они постоянно здесь делают, постоянно, толпа собирает. И им это ломать площадку, это что, законно, незаконно, я не знаю. Какой-то хозяин автокомбината, и то у него на руках документов нету никаких. Я тоже могу сказать, я хозяин там, мне кажется, его надо арестовать, на 15 суток закрыть, дальше вот так не пойдет. А то бардак будет, каждый будет копать, что хочет, это что будет тогда? Вы вот позволяете, вот, потому что вот, ну выходит так, что они вас не будут. Они вот в городе, как-то, среди домов попадают на глаз экскаватором. Что за дела, я не знаю. Это что, закон? Закон. Ну не дает, ладно, степь я согласен, копать, что хочешь. Уже дома уже, это как, уже нас задевает его голову, он работает, как спецтехника. Здесь работает, толпа людей работает, копает возле моего дома. Я из дома проснулся, больной человек, я вот только 2 дня с больницы вышел с давлением. Проснулся, вышел и здесь увидел такой бардак. Ну, разберемся. Разберемся, да? Ну хорошо, ладно. Для этого нас наверное. Она с этим трубочкой, да, как детали или что там? В Акимат сейчас разберемся, с Акиматом действительно есть. А потом я как могу, телефон я так, я так не оставлю. Вы можете в канцелярии Кировского отдела полиции прийти, написать заявление, что обращались такого-то числа. Не, я приходить не буду. Я приходить не буду, я этот буду как YouTube выложу и там будем разбирать если что. Да, YouTube можете разбирать. Мое время занимает. Давайте я тогда тоже здесь напишу. А что ты домой пойдешь? Да? Почему ты мое время занимаешь? У меня дел больше, чем у тебя в 10 раз. Да, ты будешь головой, на диване читать. Да, я буду читать, да. Покажи. Давай. Еще показать. Если ломать здесь, копать, это выкапывать. Иди сам, бля. Забрали, короче. Все. Успокоились.